Для меня Париж — это work-life balance, делать маленькие шаги к успеху. Казашкой в Париже — это быть гостеприимной, открытой, доброй. Я работаю в компании, которая называется Hugging Face. Сфера искусственного интеллекта очень быстро развивается и может забрать нашу автономность, которую мы имеем как люди. После обеда занимаюсь разработкой и забираю такие человеческие качества. И это является реально очень большой угрозой. Глаза горят у наших казахов. Люди — это биологические машины. Мы как раса, она не совсем, как людская раса, она не совсем такая и особенная, как мы привыкли в это верить. Для меня Париж — это красивые здания, очень интересная архитектура, интересные люди, работа, учеба и много возможностей. Для людей, которые впервые приехали в Париж, я бы посоветовала посетить 3 места. Как бы клишейно это ни звучало, наверное, Эйфелевая башня, Елисейские поля и Лувр. Да, это вот 3 самых популярных места в Париже. Must have. Исходя из своего окружения и личного опыта, я бы, наверное, приняла 3 вещи с Франции, которые я считаю, что будут полезными при развитии в Казахстане. Это первое – это work-life balance, то есть это баланс между личной жизнью и рабочей, карьерной. Они очень степенные в этом плане, то есть они видят четко свои цели и идут к ним. У них очень хорошо развита продуктивность, то есть если они работают, то они работают, не думают о личной жизни, или там не отвлекаются на какие-то факторы, а вечером проводят время с семьей, то же самое по выходным. И также у них хороший график, там 7 часов в день, 35 в неделю, и при этом развитие оно есть и быстрое достаточно в компании. Второе, я бы, наверное, переняла любовь к культуре. То есть у них очень популярно посещать музеи в выходные или там почаще посещать какие-то выставки. И я считаю, что это очень полезно для духовного и культурного развития. И, соответственно, хотела бы продолжить и иметь эту привычку в Казахстане, посещать музеи. И третье – это подходить к вопросу с научной точки зрения всегда. То есть у французов очень хорошо развито аналитическое и математическое мышление из моего опыта. И я вижу что да, они ко всему подходят с доказательной точки зрения. То есть если они делают какое-то утверждение, они обязательно должны его поддержать какими-то доказательствами, научными статьями. И вот этот процесс мышления мне очень нравится. Я думаю, казахи, которые работают в сфере ИИ сейчас во Франции, очень себя хорошо показали, несмотря на то, что нас мало относительно. То есть в моей компании я одна, и есть еще одна девочка с Казахстана, но она работает не в Париже. И в целом они очень рады, что у нас такая культура рабочая, то есть мы очень дисциплинированные, трудолюбивые и амбициозные по сравнению. Я не знаю по сравнению, но я сама со своего личного опыта могу сказать что да, есть разница между приезжими казахами и там французами, условно говоря. То есть они в целом делают свою работу и очень качественно выполняют, но вот прям глаза горят у наших казахов, я вижу что у них есть такие амбиции, желание поменять жизнь к лучшему, к еще более высокому уровню. И вот, наверное, они тоже это видят, что казахи в основном все светятся изнутри. Быть казашкой в Париже — это значит слушать очень много видов приветствия на различных языках, такие как китайский, японский, корейский, да. Но потом видеть разочарование или, можно сказать, стыд на их лице, когда ты говоришь, что ты казашка. Потом также, наверное, скорее всего, если вы казашка, вы будете одна та самая казашка, с которой этот человек познакомился впервые, как с нацией, потому что их очень мало здесь. И да, вот как с коллегами у меня также было. И также всегда чувствовать свою идентичность и быть гостеприимной, открытой, доброй.
вот в общении, мне кажется, это сразу видно. И быть всегда не забывать о Казахстане, будучи в Париже, вот, и понимать, насколько у тебя особенная нация, то есть видеть какие-то интересные моменты в сравнении с другими нациями, вот, и быть очень благодарной за эти качества, которые у нас с рождения. Моя работа заключается в создавании моделей, основанных на искусственном интеллекте, машинном обучении, компьютерном видении, если более в деталях. И, наверное, все сейчас слышали о ChatGPT и больших языковых моделей. Я не уверена о переводе точном, но на английском называется Large Language Models. И сейчас это, скажем так, очень громкая сфера. И вот я работаю над данными моделями. Я работаю в компании, которая называется Hugging Face. Она сейчас является одной из крупных компаний, которые ответственны за библиотеку и платформу для таких моделей искусственного интеллекта. И, соответственно, там очень много людей, которые работают над поддержанием данных библиотек и которые делают их очень удобными для использования и постоянно обновляют новыми моделями. И моя работа заключается в том, что я прихожу утром к 10, затем беру там кофе и начинаю работать, то есть подключаюсь к серверу, затем начинаю там смотреть, на чем я остановилась вчера, и затем делаю там различные эксперименты, также читаю статьи, и все это происходит как бы одновременно. У меня нет четкого распределения, то есть вот я до обеда читаю статьи, а после обеда занимаюсь разработкой. У меня все идет вот параллельно. Также бывают иногда встречи, звонки с тим-лидером, то есть проект-менеджером. И также, может быть, различные ивенты, там какие-то сборы общие с другими командами, обмен опытом. Ну, все так достаточно в свободном графике происходит, да, нету четкого плана. Так, для людей, которые тоже хотят работать в моей сфере и быть такими же специалистами, похожими, то я бы хотела, наверное, посоветовать 3 главные вещи. Это первое, всегда идти к своим целям, несмотря ни на что, несмотря на любые сложности, и слушать себя, то есть это все в первом пункте. Сейчас AI, это сфера искусственного интеллекта, очень быстро развивается, и очень много шума ненужного, который иногда может вам сместить фокус. Но самое главное — понимать, да, можно все перепробовать, но понимать, что вам нравится, и идти в своей сфере, даже если она является очень нишевой, то есть там многие люди не говорят о ней, да, только вы являетесь как будто один в этой сфере, но я считаю, что все равно нужно идти дальше, потому что никогда не знаешь, когда может, грубо говоря, стрельнуть ваша сфера. Например, ChatGPT тоже в свое время очень считался нишевой сферой в искусственном интеллекте, в сфере искусственного интеллекта. А второй совет — это поддерживать баланс, то есть быть очень разносторонним, то есть иметь друзей, много разных хобби, например, рисование, спорт. И в целом, например, в Париже очень много чего можно найти, даже не имея какого-то определенного хобби. Там посещение музеев, различных ивентов тоже может очень помочь освежиться, скажем так, от главной сферы. Третий совет — это быть дисциплинированным. Да, бывает очень тяжело собраться, лень, бывает выгорание, очень много таких моментов, но главное, наверное, договориться с самим собой и понять, ради чего вы работаете. Если у вас есть какая-то определенная цель, то просто каждый день делать что-то для этой цели и быть очень, скажем так, добрым по отношению к себе и вот делать маленькие шаги к успеху. Если делать обзор на цены в Париже и расходы, затраты, то, скорее всего, 50% зарплаты будет уходить на жилье. Еще зависит от какого района в Париже.
Если в центре, то более чем 50% может уходить. И также, скорее всего, у вас есть, если вы работаете здесь, то у вас есть ресторанная карта, которая оплачивается вашей компанией. Из-за этого, наверное, не так нужно будет тратиться на еду. Но в любом случае есть затраты на продукты, наверное, 10% зарплаты будут на продукты уходить, грубо говоря, 20% на рестораны, общепит, там, походы с друзьями, различные выходы. И остальные 20% уходят на одежду или там, на какие-то вещи, да, на персональные нужды. Если сравнивать с Казахстаном, то, скорее всего, на аренду там гораздо меньше уходит денег, чем здесь. Также продукты, мне кажется, примерно одинаковые. А вот насчет ресторанов, здесь гораздо выше цены, и при этом рестораны не самые крутые, не такие, как в Казахстане бывают. Но, да, скорее всего, в Казахстане вы на такую же цену можете посещать гораздо более крутые рестораны или выходы с друзьями в различные места. И также одежда и другие персональные нужды, мне кажется, здесь все-таки дороже. Хотя, возможно, цены на масс-маркет здесь дешевле. Да, вот. В целом, остальное не так отличается, мне кажется, помимо ресторанов и жилья. Я родилась в Петропавловске. Там я училась в КТЛ, затем поступила в Назарбаев университет, переехала в Астану, когда мне было 18 лет. И с тех пор я жила и училась в Астане, а затем поступила в Париж. В целом, поступать в Париж не было моей целью с детства. Я хотела посетить Париж. Это была наша общая мечта с дедушкой, посетить Париж вместе, посмотреть Эйфелеву башню. Он мне обещал, когда я буду в 9 классе, мы посетим. К сожалению, не получилось посетить вместе, но я, можно сказать, исполнила мечту своего детства, свою и мечту дедушки. Но я ее исполнила немного по-другому, я сюда поступила. Даже если у меня не было в планах изначально учиться в Париже, я не жалею, так как Париж является одним из лидирующих городов в развитии искусственного интеллекта, и я очень рада быть здесь в такой вот период развития искусственного интеллекта. Однозначно могу сказать, что я вижу свое будущее в Казахстане. Все-таки иногда бывают моменты, когда я очень скучаю, мне не хватает некоторых моментов. И то, что я чувствую такой родной, как в Казахстане, я себя нигде не почувствую, это я ощущаю точно. Но если смотреть в карьерном плане и с точки зрения личностного развития как специалиста, я считаю, что на данный момент в Казахстане еще нету той профессии, которая бы мне подошла, и в которой я могла полностью показать свои навыки и раскрыть весь свой потенциал. Соответственно, я пока что планирую работать здесь или же в других городах, в которых развита сфера multimodal models. Если сравнивать развитие сферы и в Казахстане, и во Франции, думаю, тут они очень разные. Есть моменты, в которых Франция превосходит Казахстан в определенных пунктах, но в определенных Казахстан является больше активным и амбициозным, можно сказать, в данном вопросе. Например, стартапы. То есть я сейчас наблюдаю за Казахстаном и различными стартапами в Казахстане, как они развивают искусственный интеллект и внедряют свои рабочие схемы. Мне это очень нравится, они очень открытые в этом плане, всегда с желанием пробовать новые технологии и с надеждой смотрят на искусственный интеллект в целом, мне кажется, и очень креативно подходят к этому. И также у нас многие моменты уже цифровизированы, из-за этого в целом это легче происходит. А во Франции... Да, в этом плане, можно сказать, здесь хорошо развит научный искусственный интеллект, а вот в сфере прикладной он не совсем. Но, можно сказать, они тоже пытаются открывать новые стартапы в сфере искусственного интеллекта, тоже пытаются развиваться. И стартапы, которые здесь они начинают, у них большой потенциал. Мы видим то, что сейчас они одни из крупных компаний на уровне Big Tech, с высоким капиталом и очень полезные в целом, я имею в виду в плане
их продукт полезен для сотрудников, научных сотрудников в сфере искусственного интеллекта. Но я думаю, что здесь в научном плане более развит, так как университеты, которые здесь, они уже более, как бы сказать, университеты, которые во Франции, в Париже именно, они уже довольно-таки старые, то есть тут профессоры опытные, тут даже профессоры, которые сами создали какую-то научную сферу внутри искусственного интеллекта, например, оптимальный транспорт. И человек, который изобрел, он здесь работает и учит, профессором, получается, работает во Франции. И вот, я думаю, что в научной сфере все-таки Франция больше развита, чем Казахстан, но я уверена, что у Казахстана все впереди, так как относительно, можно сказать, у нас тоже очень быстро развивается. Да, на данный момент люди очень переживают, что ИИ может захватить рабочие места, и он является опасным, нужно его бояться. Я думаю, что есть какая-то причина бояться, но наверное, я немного субъективна. Я считаю, что все-таки ИИ больше помогает людям, чем несет вред. И я вижу, что да, в последнее время сейчас еще проблемы касательно именно генеративного ИИ. То есть это как вот ChatGPT, различные картинки, генерация новых картинок, данных. Да, и проблема в том, что люди не признают этот и как бы считают, что он несет вред. То есть картинки, которые он генерирует, они являются не настоящими, то есть там нет ничего людского. Я согласна с тем, что он несет какой-то вред, но насчет того, что он повлияет на безработицу, на увеличение безработицы, я не совсем согласна, так как появляется больше специалистов, которые будут работать над разработками, и то есть эта работа, она будет требовать больше усилий умственных, как бы нужно будет думать над оптимизацией различных процессов, внедрением новых систем. И тогда я считаю, что наоборот, появится больше нужды в таких кадрах, как разработчики, научные сотрудники и другие различные рабочие места. Но знаете, на самом деле там гораздо больше глубинно идет проблема с изобретением искусственного интеллекта, то есть это большая этическая сфера, где большая проблема в этике, где люди боятся, что ИИ забирают такие человеческие качества. То есть если даже какая-то модель может уже поддерживать людей, выступать в роли психолога и понимать людские чувства, то это является уже гораздо большей проблемой, чем просто безработица. То есть мы как будто бы видим, что ценности, которые мы как люди имеем на данный момент, то есть это эмпатия, поддержка, понимание и различные такие качества, которые делают нас людьми. И искусственный интеллект показывает, что они вполне себе их возможно воспроизвести. И это является реально очень большой угрозой, по моему мнению. То есть это не безработица главная проблема, а скорее всего ИИ может забрать нашу автономность, которую мы имеем как люди. То есть они тоже могут показать то, что все наши качества, они по сути как просто люди, это биологические машины. И из-за этого это гораздо большая проблема, то, что ИИ может отнять нашу эмпатию, и в целом мы как раса, она не совсем, как людская раса, она не совсем такая и особенная, как мы привыкли в это верить. Но я думаю, что это очень большой вопрос, к которому еще люди не пришли к ответу. И на данный момент, что я могу делать как сотрудник в этой сфере, это просто помогать оптимизации различных процессов, в которых сейчас люди нуждаются. Мы, как люди, нуждаемся в дополнительных кадрах или в каких-то действиях, которые может делать робот, и на которые не хочется тратить свои ресурсы. И в таких случаях, я думаю, что вполне себе оправданно использовать искусственный интеллект. Не забудьте подписаться на канал Хуан ТВ. Здесь вас всегда будут ждать истории наших экспатов. Они приехали сюда набраться опыта. Дорого ли жить за границей? Какой доход и какие расходы? Ждем ваши комментарии и не забудьте поставить лайк. Я бы, наверное, хотела, чтобы 3 вещи из Казахстана были здесь, во Франции. Первое – это сервис. Мне очень нравится казахстанский сервис, там люди очень добрые, всегда открытые. И, я говорю
наверное, больше про ресторанный сервис. Также достаточно быстро все работает в других государственных тоже учреждениях. А здесь очень все так медленно, немного. Но да, хочется больше вот этой динамичности, быстроты и простоты, наверное, больше. Второе – это, конечно же, еда. Мне больше нравится казахстанская еда, казахская кухня. Я очень скучаю по еде здесь, во Франции. И у нас она более такая, скажем так, колоритная, очень много вкусов в одном блюде, и мясо самое вкусное в Казахстане. Здесь очень плохо с этим, можно сказать. Но здесь тоже есть свои блюда, но они очень экзотичные, я к ним не привыкла, но казахская кухня – это самое лучшее для меня. И третье – это цифровизация. Наверное, это самый такой важный момент, потому что здесь все нужно делать через бумаги, отправлять документы на почту, ожидать долго ответа, и все очень тяжело в плане, не все переведено на английский. Если вы не знаете французский, то, скорее всего, будет сложно разобраться с документами. А у нас все очень быстро в одном клике, и вот мне это очень нравится. Больше всего я скучаю по людям, по нашей культуре, по общению с друзьями, с семьей, родственниками. То есть быть частью их жизни мне очень не хватает иногда. Конечно, на расстоянии мы стараемся поддерживать контакт, но это все равно не так же, как если бы я была там, видела своими глазами, что происходит. Вот. И да, скорее всего, это вот главные вещи, по которым я скучаю. Также, как я уже говорила, скучаю по еде, по сервису и по стильным местам, кофейням. Ну, это было просто, наверное, мое хобби — посещать различные кофейни, работать там. А здесь мне не хватает очень этого. Здесь все такое... во-первых, люди друг к другу слишком близко сидят в кофейнях, там очень маленькое расстояние между столиками, нет пространства, также особо долго не посидишь за ноутбуком. В общем, а в Казахстане все для этого, все условия созданы, при этом очень вкусный кофе тоже, я скучаю по казахстанскому кофе. Для меня счастье — это детали, счастье в мелочах, как бы это, наверное, клишейно не звучало. То, что люди очень, вообще события, люди бывают не постоянные, и из-за этого нужно искать счастье в самых маленьких вещах и иметь что-то, что нас делает счастливыми каждый день, просыпаться, видеть там солнце или даже дождь, все зависит от погоды. Также какие-то мелочи, которые вы привыкли делать и которые вас делают очень особенными, то есть там ни у кого нету такого же предпочтения, как у тебя, например. То есть вот эти детали, они нас формируют как люди, и счастье иметь вообще вот такие вещи и доступ к таким вещам. И также счастье — это глобально, если подумать, то, что делать, помогать людям. То есть главная цель за вашим развитием и в целом за моим развитием и за моими какими-то целями стоит желание помогать людям и делать жизнь лучше, и развиваться каждый день. И вот для меня счастье, когда я вижу это развитие. 16-летней Дане я бы посоветовала быть верить в себя и также быть доброй по отношению к себе, не быть слишком строгой, не требовать от себя слишком много всего, всегда по-доброму к себе относиться и даже к малейшим достижениям хвалить, гладить по голове, как бы это странно ни звучало. То есть, там, молодец, ты взяла 5, молодец, ты это сделала. То есть для каких-то таких мелочах я бы лучше посоветовала ей быть доброй и, можно сказать, больше так с любовью к себе относиться, а не со строгостью, а вот, да, чтобы главная мотивация и движущая сила — это была доброта к себе и понимание. Второе, наверное, я бы посоветовала пробовать новые, побольше выходить из зоны комфорта, то есть знакомиться с разными людьми, общаться, посещать различные города,
пробовать новые хобби, спорт. Однозначно я бы ей посоветовала заниматься спортом и не быть такой категоричной. Там, если не нравится Дене Шенухтуру, это не значит, что спорт в целом отстой или да, такие вещи. То есть я бы посоветовала ей быть такой открытой, скажем так, менее категоричной. И третье, наверное, это просто не бояться делать ошибки, потому что ошибки нас делают лучше и сильнее они для нас, чтобы мы учились и извлекали урок из этого и становились еще более разносторонними личностями и готовили нас к взрослой жизни, В конце передачи я бы пожелала зрителям всегда верить в себя, пробовать что-то новое, быть любознательными, относиться смотреть с интересом на мир, всегда задавать вопросы: а зачем, почему, что, как, верить в свои силы и не бояться выходить из зоны комфорта, а также быть всегда окруженными людьми, которые вас поддерживают и понимают, это очень важно. И также я хотела бы поблагодарить свою семью, в первую очередь, за их поддержку, за понимание и за такую возможность. То есть у меня всегда была возможность выбирать учебу, выбирать свои интересы. Меня всегда родители и семья поддерживала в этом, и братишки мои тоже. У меня 2 младших братика, которые мне всегда давали силу, веселили меня, когда мне было грустно, поддерживали. И да, я им очень благодарна. Также я благодарна своим родственникам, друзьям в особенности за то, что всегда были рядом со мной в эти тяжелые времена студенческие. Мы через все вместе прошли, через все проблемы. И, конечно, это нас закалило, и я им благодарна за то, что они разделили со мной эти моменты. И также благодарна всегда учителям, профессорам, которые повлияли на мое развитие как личность сейчас, как специалист. Всем пока!